Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk GRT kanalında. Sevinmelikle selamlıyorum hepsinizi. Bugün de ekranlarımızda bildiğiniz gibi ilerler projektimiz hangisi bağlı ana dili yortusundan aklınıza getirir. Hani bu projekti, bu programaları biz ilerleriz. Gagauzya'nın Maria Maruneviç adına Bilim Araştırma Merkezi'nden beraber 4 programımız sırada olacak. 2 yaptıktan sonra ta 2 yönümüzde. Onuştan sanırım hani hepsiniz siz de bizimle birlikteysiniz. Bu programaların çerçevesinde laf ederiz bizim Ay Baba Mikhail Çekir'in katkısı için Gagavuz dilin, kulturasının, dinin ilerlemesine. Bugünkü programımızda ilerlediğimiz temamızı hem isterim söylemeye. Yani bugün programımızda laf edeceğiz Rus dilinde çünkü var misafirlerimiz Anglara geldiler bize Kişinyov kasabasından da. Onuştan hepsinize bugün de derim bizimle birlikte kalasınız, bizimle birlikte olasınız. Çok meraklı hem yeni işleri bugün de programımızda öğreneceğiz. Сегодня у нас в гостях присутствует Октавиан Мошин, доктор истории, преподаватель Молдавского государственного университета. Добрый день. Добро пожаловать к нам в студии. Виталий Бойко, ученый-секретарь научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич. Добрый день, Виталий Евгеньевич. Добро пожаловать к нам в студии. И главный библиотекарь Центральной библиотеки АТО Гагаузии имени Петра Драганова Евгения Люленова. Добрый день, Евгения Георгиевна. Добро пожаловать к нам в студию. Как я уже и ранее сказала нашим телезрителям, мы продолжаем этот цикл программ, который посвящен нашему великому просветителю Михаилу Чекиру. В рамках предыдущих программ мы более детально раскрывали библиографические данные, биографические данные, всю историю родословной. Я надеюсь, что сегодняшняя программа будет не менее интересной и очень много новых фактов мы сегодня узнаем из уст наших гостей о нашем просветителе Михаиле Чекире. Сам род Михаил Чекиров очень интересен тем, что помимо того, что они стали основоположниками гагаузского языка и письменности, они еще, можно сказать так, они стали основоположниками духовной культуры гагаузского народа. Хочу с вас начать. Расскажите нам, пожалуйста, о его пасторской деятельности и о том вкладе, который Михаил Чекир внес в рамках духовного развития народа. Конечно, для всех нас, как и для жителей Кишинева, ну и региона, протоиерей Михаил Чекир – это не скромный священнослужитель, который жил когда-то в 19-20 веках. Он является просветителем всей нашей прошлой Бессарабии, и, конечно, для гагаузов, я думаю, что он настоящий апостол, потому что это скромный священнослужитель, потому что был очень смиренным человеком, был простым преподавателем, но делал то, что не успели, либо не хотели сделать другие его современниками. А именно, он не только обучал Слову Божию, потому что протоиерей Михаил Чекир служил в сегодняшнем храме при Госуниверситете, в Сретенском храме. Там он служил на протяжении 35 лет, был и преподавателем духовного училища, семинарии, и, конечно, был духовником всего Кишинева. Как на днях отмечал и наш владыка-митрополит, имя Михаила Чекира было знакомо всему Кишиневу, потому что он ходил пешком, со всеми общался, всех слушал, всех как-то старался поддержать. Но все время он прожил практически в храме и в библиотеке, потому что читал, писал и, конечно, заботился о духовном просвещении людей, но не забывал и про свои гагаузские корни, потому что особенно в последние 5 лет его жизни мы получаем эти изюминки его творчества, а именно он пишет о родных краях, о своем народе, о вере, о том, что он жил на протяжении более 70 лет его земной жизни. Конечно, протоиерей Михаил Чекир оставил нам более 200 статей. Они особенно
духовного характера, потому что эти догматические работы, это и исторического характера. И, конечно, то, что многие не знают, это то, что как открыли типографию при Кишиневской епархии с 1909 года, он практически был цензором всех книг, которые издавались в то время. Очень популярными были листовки духовного характера, которые доходили до простых людей. Сейчас у нас много информации, телевидение, радио, очень много всего, что печатается. Раньше это было роскошью. Вот отец Михаил постарался и позаботился для того, чтобы простые люди знали закон Божий, чтобы веровали в истинную веру. Особенно он жил в непростые времена, потому что мы замечаем в начале 20 века движение инокентистов, а потом еще другие секты, которые появились в этом регионе. И, конечно, вот эти секты старались охватить именно национальное меньшинство. Поэтому он позаботился для своих соотечественников, для гагаузов, чтобы издавать разную литературную, духовного характера листовки и так далее, для того, чтобы люди чувствовали вот, привязанность и то, что православие – это то, что нас характеризует как народ, как личности. Отец Октавиан, вы сказали о том, что в те времена, когда он служил в церкви Сретения Господня, его знал весь Кишинев, потому что он передвигался, общался с людьми. Насколько сегодня имя Михаила Чекира известно в Кишиневе? Да, мы где-то 10 лет назад вместе с одним студентом Московского госуниверситета, сегодня уже священнослужитель Виктор Капучу, встретились, познакомились и как-то походили по стопам Михаила Чекира, потому что через этого священнослужителя я узнал лучше и больше о Михаиле Чекире. Знаете, что мы в Кишиневе очень мало знаем о Чекире, хотя нашли и улицу в честь Чекира, есть и библиотека Чекира, есть очень много его работ. Конечно, мы каждый год стараемся убрать могилу нашего просветителя, потому что был похоронен в центральном кладбище Кишинева. И стараемся со студентами, чтобы туда ходить, с нашими прихожанами, чтобы раскрыть эту личность. Но я бы сказал, что протоиерей Михаил Чекир еще мало знаком кишиневцам, тем, которые живут сегодня в Молдавии. И очень рад, что духовенство, управление Гагаузии заботится для того, чтобы знали об этом великом просветителе нашего народа. Мы в предыдущих программах говорили о том, что буквально 10-15 лет назад нашим просветителям были известны какие-то общепринятые факты, что родился там, вырос там, кто был отцом, матерью, чем занимался. Но в последние несколько лет на самом деле столько много открытий, изданий и книг, исследований, что на самом деле вот восхищаешься и удивляешься. Вы являетесь преподавателем Молдавского государственного университета. Руководствуетесь ли вы в своей профессиональной деятельности какими-то трудами Михаила Чекира? Конечно, для нас его статьи, кстати, в свое время протоиерей Михаил Чекир не только печатал, не только писал такие нужные статьи в издании «Времени», но он даже основал такие публикации, как «Бессарабская жизнь», как «Луминатору» уже на молдавском языке. И, конечно, он публиковал в кишиневские ведомости в официальном органе печати Кишиневской епархии.
Мы издали 8 лет назад первую книжку научного характера, как раз ее взял с собой. Это протоиерей Михаил Чекир «Служение Богу и ближним», который выпустил вместе с Виктором Капущу. И уже последовали другие издания. И был очень рад, потому что когда я впервые зашел в Гагаузском научно-исследовательском центре имени Маруневича, я открыл сотни работ этого центра. И, конечно, центральная личность – это наш просветитель Михаил Чекир. Мы имеем еще несколько работ, а именно те статьи, которые вышли в бессарабскую жизнь, потрудились наши сотрудники Молдавской академии наук. Но то, что радует нас, это те работы православных общеобразовательных чекирских чтений, которые проводятся на протяжении уже 20 лет, потому что эти конференции организуются раз в 2 года, и как раз на днях прошли 9-е православные чекирские чтения, и вот тоже получил и показываю эти труды, которые имеют в первую очереди нашу личность Михаила Чекира. То, что скромно, это на румынском языке мы пока что не имеем определенные труды. И даже сегодня общался с исследователем Ивана Думиника, один из немногих, которые еще занимаются этой личностью, что надо потрудиться. Через 2 года у нас юбилей, 85 лет со дня кончины нашего просветителя, и постараемся, может быть, организовать конференцию в Кишиневе, чтобы пообщаться и с сотрудниками региона, которые знают больше о Чекире, чтобы и жители Кишинева и всей Молдовы, чтобы знали побольше о Чекире. Конечно, мы планируем издать на румынском языке побольше о нашем просветителе и апостоле гагаузов. Надеемся, что все эти планы воплотятся в жизнь, и молдавский народ Дай тоже узнает, потому что на самом деле очень интересная, очень многогранная личность. Все эти факты, о которых я упоминала, они представлены в последних научных исследовательских трудах, которые в последнее время научно-исследовательский центр имени Марии Маруневич вплотную занялся исследованием данной темы. И на самом деле такие факты открываются, неизведанные страницы биографии этого человека, что удивляешься и благодаришь Господа Бога за то, что такая личность есть у гагаузского народа. Виталий Евгеньевич, вам слово. Я хочу начать нашу беседу с вами с того, что в 9-х чекировских чтениях была представлена фотовыставка. В этой фотовыставке тоже было представлено столько много новых фактов и статей, что на самом деле удивили всех. Расскажите нам немножко про это, а потом про издательскую деятельность поговорим. Спасибо большое. Да, вы знаете, ученые, исследователи удивляются не меньше вашего потенциалу, талантам этого выдающегося человека, сына гагаузского народа, великого просветителя гагаузского и молдавского народов. Прежде всего хочется отметить тот факт, что еще в древности мудрые говорили, что талантливый человек талантлив во всем. По крайней Это как мере, раз во многом. тот случай, И наверное. как раз действительно тот случай, когда личность Михаила Чекира, открываемая по-новому нами его наследие богатейшее, подтверждает этот факт. Действительно, научные исследователи НИЦ Гагаузии и ученые, с которыми мы сотрудничаем в деле поиска утерянного или же сохраненного наследия выдающегося просветителя гагаузов и молдаван, оно, конечно же, позволяет нам сегодня делать выводы, что Михаил Чекир был настолько разносторонней личностью, не просто как личность, человек, занятый на поприще активной, полезной общественной деятельности, политической жизни региона, прежде всего пастырь, священнослужитель, духовный наставник.
но он еще и ученый, не просто ученый гагаузовед, он ученый, который также проявил себя в различных прикладных научных направлениях. Он был и историком, и этнографом, и лингвистом, и просто гагаузоведом. И список наиболее известных уже сегодня произведений, изданий выдающегося человека, такого как Михаил Чекир, уже у всех в принципе на устах, кто хоть немножко старался приобщиться к его наследию. Это и русско-молдавский разговорник на благо сближения интересов и диалога двух культур, двух народов, изданный им по благословению Священного Синода в начале 20-го столетия, переиздававшийся после этого несколько раз. Это история гагаузов Бессарабии, написанная выдающимся исследователем, изданная в 1934 году впервые, переиздававшаяся после этого неоднократно. И это, конечно же, несомненно, труд, вышедший незадолго до кончины выдающегося гагаузского просветителя, труд лингвистически-переводческого толка, гагаузско-румынский словарь, разговорник, который был издан в 1938 году. И я уже, как на выставке вы правильно отметили, и это отметили исследователи, которые работали в этом направлении не один год, находя в архивах все новые и новые интересные материалы, факты и труды исследователя, просветителя, ученого. И вот на страницах этого как раз издания Михаил Чекир отметил, что прямо написал на одной странице своей рукой, что пришло время и гагаузам становиться просвещенным народом, дабы не отставать в своем развитии от других культурных народов мира. То есть он призывает к чему? К просвещению, к грамотности народа. И еще в начале 20 века он сделал для себя вывод, который пронизывает его деятельность, судьбу на протяжении всей сознательной жизни, что гагаузский народ должен иметь возможность читать на своем родном языке и излагать мысли и идеи, чтобы можно было осознать мир через свою призму особенностей гагаузского народа и оставить это начинание потомкам. Вот как бы в таком ключе можно в унисон к уже сказанному во время чекировских чтений, в унисон информации, представленной отцом Октавианом, раскрыть еще одну грань этого выдающегося человека. Хочу сказать, что немножко похвастаться, что действительно впервые на представленной выставке было опубликовано, стало достоянием общественности научное исследование, которое велось на протяжении последних 3 лет в архивах Республики Молдова, в региональных архивах. К нему были подключены, помимо научных исследователей НИЦ Гагаузии, и ученые Академии наук. И вот результатами этого исследования стал наиболее полный на сегодняшний день библиографический список авторских и соавторских изданий и публикаций Михаила Чекир, которые были опубликованы при его жизни. Хочу сказать, что вот отец Октавиан сказал, что около 100, да, совершенно верно. По данным этого исследования, свыше 110 публикаций автора, которые посвящены были различным направлениям. Анализ, который удалось сделать накануне сегодняшней передачи, показывает следующую статистику, которую удалось вывести на основании данных, полученных нашими исследователями, в частности, таким исследователем, как Виталий Иванович Сырф. Говорят, следующую статистику могу привести. 22 публикации из 110 посвящены именно тематике гагаузов. Это история, этнография, это религиозное воспитание, это просвещение, это язык и литература. Если взять по разделам научным, то получается, что из этих 22 публикаций, это довольно-таки немало, по истории этнографии в историческом этнографическом ключе, посвященном судьбе гагаузского народа, происхождению гагаузов, образу гагаузского народа, культурному образу гагаузского народа, посвящены 10 работ, изданий, публикаций. Религиозной литературе и просветительской деятельности 7 работ. Это те работы, где речь идет о гагаузах и описываются гагаузы. Гагаузскому языку и литературе 2 серьезные работы. Среди них такая серьезная и, скажем так, объемная масштабная работа, как работа, изданная в 1938 году, это гагаузско-румынский разговорник, словарь. И социально значимые 3 публикации. Ну, видите,
сфера жизнедеятельности любого человека и общества, она охватывает и пронизана вот этими направлениями. Михаил Чекир был на стыке всех этих направлений, он чувствовал, наверное, душой, сердцем все эти важности и веяния времени, опережая многие вещи, которые сегодня мы осознаем, что он опередил годы, он опередил свое время, предвкусив то, что ждет гагаузов в будущем. Первая работа Чекира — это работа историка-этнографа. Посвящена она религиозной, исторической, этнографической тематике города Кишинева. В этой работе, изданной в 1882 году, Михаил Чекир описывает историю одной из древнейших церквей на территории города Кишинева. Ну и дальше уже эти работы, как говорится, чередовали друг друга по различным направлениям, в зависимости от того, как ему удавалось распределить свое время, получить благословение от Священного Синода и вышестоящих инстанций на издание тех или иных трудов. Он, не сидя на месте, скажем так, до последнего дня своей жизни, отдавал всего себя трудам, работе во благо народа молдавского и гагаузского. И вот отец Октавиан правильно сказал, будучи преемником, я считаю, достойным преемником великого гагаузского просветителя на месте настоятеля и священнослужителя Сретенского храма города Кишинева, Михаил Чекир много времени проводил в библиотеке этого храма, этого прихода. Более того, он стоит у истоков, насколько я знаю, этой библиотеки. Если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, то отец Октавиан меня поправит. Я хотела спросить, библиотека работает еще? Он был библиотекарем духовного училища. И вот в честь него мы в 2012 году открыли библиотеку, единственную религиозную библиотеку в Республике Молдова, которая насчитывает более 10 тысяч книг. Серьезно. Да, и все переплетается, Да. видите, и слава Богу. На самом деле. Евгения Георгиевна, а как сегодня труды просветителя нашего представлены в библиотеке и пользуются ли они спросом? Да, спасибо за вопрос. Я хочу отметить, что у нас в Гагаузии ежегодно очень широко отмечаются и дни памяти, и дни рождения нашего просветителя, протоиерея Михаила Чекира. Наверное, не случайно в 2009 году решением Народного собрания день празднования гагаузского языка и письменности был перенесен на 27 апреля и совпадает сегодня с днем рождения духовного лидера гагаузов Михаила Чекира. Да, он прожил очень богатую, насыщенную событием и духовного смысла жизнь. Мы знаем его как переводчика, как составителя учебников, словарей, разговорников, как издателя первой газеты на гагаузском языке. То есть в этих вопросах он был первым. Он был первым, кто начал издавать, вообще занялся книгопечатанием богослужебных текстов и оригинальной литературы на гагаузском языке. В конце 20-го века книг на гагаузском еще языке не было, поэтому ему приходилось сталкиваться с большими трудностями в этом плане. Для того, чтобы вообще получить разрешение на издание книг, которые сегодня так широко мы уже ими пользуемся, ему пришлось обратиться с просьбой к архиепископу Кишиневскому Владимиру, чтобы тот, в свою очередь, ходатайствовал перед Священным Синодом о разрешении печатания на гагаузском языке богослужебных текстов. Вот такое разрешение было получено, и мало того, была создана переводческая комиссия, которую возглавил Михаил Чекир и был главным переводчиком и цензором. И в 1908 году, да, вышел «Молитвослов». Это была первая книга богослужебная на гагаузском языке. Конечно, он заботился, он понимал, что Слово Божье доходит до души человека лучше на родном языке, как и на молдавском, так и на гагаузском. Священники во многих приходах гагаузских не знали языка прихожан, и это создавало, конечно, большие трудности. Вот этим он озаботился. И ему приходилось еще создавать как бы терминологию, правила пунктуации, орфографии, которых не было в тот период. И потом, после 1908 года, уже он издал целую серию книг, в том числе Евангелие,
Акафист Пресвятой Богородицы, история церкви и так далее, о которых уже говорили предыдущие выступающие. Я хочу сказать, что все эти книги сегодня, большинство из них переизданы, есть в библиотеке нашей, но оригиналы этих книг хранятся в отделе редкой книги Национальной библиотеки. Мы туда обратились в 2000 году к руководству Национальной библиотеки, и они сделали нам ксерокопию оригиналов Ветхого Завета и Евангелия. И вот эти книги, конечно, оригиналы малодоступны читателям, но ксерокопия этих оригиналов есть у нас в библиотеке, и каждый, любой пользователь может познакомиться с этими материалами. Хочу сказать, что Михаил Чекир много публиковался в периодических изданиях, об этом тоже было сказано, как лицо духовное. Он, конечно, в первую очередь печатался в органе Кишиневской епархии, Кишиневских епархиальных ведомостях, где публиковали свои материалы и другие представители рода Чекиров, Дмитрий Чекир в том числе. И здесь он опубликовал целый ряд материалов, статей об религиозных обрядах, обычаях гагаузов. Мне пришлось принимать участие во вторых чекировских чтениях. Это материалы первых, это тоже уникальные издания, которые есть у нас в библиотеке. Я принимала во вторых чтениях с выступлением «Публицистическая деятельность» Михаила Чекира. Тогда, к сожалению, не было такого обилия материалов, которые есть сейчас. Мне пришлось поработать с оригиналами в Национальной библиотеке, да, и с тем же журналом «Вятца Басарабии», Кишиневскими епархиальными ведомостями, и собрать вот этот материал. Хочу отметить, что Кишиневские епархиальные ведомости выходили до 2018 года. Вы знаете, что в 2018 году сменилась администрация у нас в Молдове, уже пришла румынская администрация. Это издание было закрыто. Но для Михаила Чекира это не стало препятствием, потому что он хорошо владел молдавским, румынским языком. И это тоже может служить примером для нашей нынешней молодежи, как нужно осваивать и знать языки. Полиглот. Да, и в журнале «Вятца Басарабии», он тоже «Бессарабская жизнь», он опубликовал свои этнографические, в основном, работы, вот о которых говорил Виталий Евгеньевич. Да, вот все они сейчас включены. А когда я готовилась, мне пришлось их делать ксерокопии, переводить, потому что они все там на румынском языке опубликованы. Но это было очень интересная, такая познавательная работа лично для меня. Сейчас история гагаузов в Бессарабии переиздана. В 2009 году Степан Булгар издал ее 1000-ным тиражом. И эти книги сегодня есть во всех библиотеках Гагаузии. Газету, которую издавал Михаил Чекир, «Голос истины», конечно, оригиналов у нас нет, они тоже хранятся в Национальной, но продолжатель дела Михаила Чекира, Виктор Капущу, издает эту газету, и можно сказать, что она есть во всех библиотеках Гагаузии, как и большинство книг. Интересна тоже история книги «Евангелие». Ее переиздало правительство Санкт-Петербурга. Не могу умолчать об этом факте, потому что благодаря сотрудничеству исполкома с правительством Санкт-Петербурга эта книга была переиздана в очень таком ценном, богатом типографском оформлении, золотым тиснением. И сегодня эта книга есть и во всех храмах Гагаузии, и во всех библиотеках Гагаузии. Мы очень гордимся и ценим это издание, которое пользуется большим спросом у наших читателей и пользователей. Коль вы уже упомянули о церковной книге, на днях вот на этих чекировских чтениях я не могу тоже не сказать, не отметить. Была презентована еще одна книга. К моменту презентации она была, насколько мы поняли, в 2 экземплярах только, но вот в ближайшее время она будет растиражирована. На самом деле уникальная
уникальный экземпляр, и что и отметили все священнослужители, которые были на мероприятии. А еще нам известно о том, что работа над текстами велась очень кропотливая, очень долгая, было очень много споров, но все-таки сумели они сохранить то первозданное, которое было изначально, Приумножить. да, и приумножить, которое было в основу, взялись все тексты Михаила Чекира. Об этом пару слов, буквально, пожалуйста. да, 2 минуты времени наших слушателей, телезрителей. Действительно, так как сказала Евгения Георгиевна, было издано Евангелие, переиздано в наши дни. Следуя этой доброй традиции, силами научно-исследовательского центра Гагаузии и благочиния, Камрадского благочиния, Кагульско-Камрадской епархии Молдавской митрополии, совместными усилиями на протяжении 3 лет велась кропотливая работа, в которой были задействованы все региональные ученые и лингвисты, языковеды. Это и Ивана Банкова, это Ирина Ришелян, это Петр Чеботарь и ряд других ученых-лингвистов в области гагаузоведения, которые были привлечены для решения тонкостей письменного гагаузского языка. Ведь не секрет, что последние правила орфографии гагаузского языка, они требуют дополнения, так как развитие не стоит на месте, и народ продолжает развиваться, появляются новые термины, возникает необходимость в более детальной трактовке уже принятых терминов с точки зрения современной лингвистики гагаузской. И вот эта работа велась на протяжении 3 лет. Хочу отметить интересный факт, что автор оригинальных текстов Михаил Чекир, по имеющимся у нас данным, официальная работа его над этими текстами тоже продолжалась не менее 3 лет. То есть на протяжении с 1911 по 1913 год тексты, церковные тексты литургии Иоанна Златоуста публиковались частями и составили одно целое, которое по сей день дошло до наших дней в оригинальном виде и широко используется нашими священнослужителями. На одной из конференций, посвященных деятельности гагаузоведов, деятельности и роли Чекира, было заявлено это предложение со стороны священнослужителей, что может есть возможность и переиздать вот это начинание Михаила Чекира. Конечно же, научно-исследовательский центр не мог не откликнуться на эту инициативу, подключились очень активно, задействовали все имеющиеся ресурсы под протекторатом исполнительного комитета, который также оказывал поддержку в случае возникновения каких-то сложностей и продолжает ее оказывать и поныне. Вот этот труд увидел результат в виде изданных и презентованных буквально на 9-х православных общеобразовательных чекировских чтениях литургические тексты Иоанна Златоуста, которые сейчас пополнят фонды Камрадского благочиния, и священнослужители, настоятели храмов будут вести службы, опираясь на эти литургические тексты. Все участники отметили важность этого события, как светские, так и церковные служители, и даже более того выдвинули инициативу продолжить работу, потому что у Михаила Чекира есть еще приложение, если можно так выразиться, отец Эктуэн поправит, если я что-то неправильно скажу, не тот термин использую, к данным литургическим текстам на гагаузском языке, это часослов и словник. Работа над ним также будет продолжена, и, надеюсь, также достигнем успехов. Аудиторию, потому что действительно эта аудитория адресована прежде всего на гагаузоговорящую часть населения, на наш регион. И просьба к тем людям, которые не 1 год с детства ходят в церковь, слушают службы, читают священное писание и книги, с пониманием отнестись к этому начинанию. Почему? Потому что фразы, которые термины используются до сих пор, они немножко видоизменены по условиям существующих сегодня традиций, действующего гагаузского языка и правил орфографии гагаузского языка. Вот как-то так. Но надеемся, что эта книга найдет свое место в сердцах наших священнослужителей и также прихожан. Тоже еще раз надеемся повторяет, на это. что на Спасибо. самом деле было отмечено, что очень долгожданное издание.
все его очень ждали, и все были приятно удивлены, когда на презентации увидели это издание. Спасибо. Отец Октавиан, мы говорили о том, что кишиневские епархиальные ведомости печатались еще... Бессарабская жизнь Бессараб- и Луминаториум. Да. Несколько лет назад наш молодой ученый Виктор Копщу возродил газету «Хакикат НСС», которую и вот Ивана Георгиевна упомянула. Мне интересно, сегодня вот эти издания, они остались уже в архивах, на полках, или что-то есть, продолжение какое-то есть этих изданий? Я даже сегодня разговаривал с исследователем Иваном Думиника, который занимается именно этими работами, чтобы все статьи Михаила Чекира и то, что было написано в этих изданиях о нем, что были переизданы, и даже сейчас ведется работа, чтобы все статьи из наших ведомостей, чтобы они были переизданы. И, насколько понял, в кишиневских епархиальных ведомостях где-то 70 статей Михаила Чекира и около 170 статей о нем. То есть, где он служил, где он проповедовал и так далее. То есть, где упоминается имя Михаила Чекира. И думаю, что уже из Луминатору, то это издание на румынском языке, которое появляется с 1908 года, также все вот статьи будут переизданы. Надеемся, что эти планы тоже найдут свое место и своего читателя, потому что на самом деле трудов очень много, и все они должны, как я уже заметила, за последние несколько лет на самом деле очень много интересного, очень много полезного. Да, пожалуйста. Я хочу сказать, что в кишиневских епархиальных ведомостях, вы совершенно правы, очень много, потому что Михаил Самые Чекир, большие. да, там печатал не только свои как бы статьи, но некрологи печатал, Да. надгробные Он очень речи, много поучения. Там также содержится информация о издании каких-то книг, потому что я работала с каждым, вот листала буквально все эти номера, и вот то, что касалось Михаила Чекира, все меня интересовало, я все это переписывала, записывала. Кстати, и это кладезь. как наше духовенство открыло Чекира. Он был на 5-м курсе духовной семинарии. Его пригласили от имени студентов, чтобы сказать речь, некролог, когда умерла жена ректора. И заметили его ораторские все вот способности, и так открыли Чекира. А вы для себя как открыли Чекира? Я открыл, во-первых, я служил в храме, где служил на протяжении 35 лет наш просветитель. Так что это грех, чтобы не знать историю, чтобы не знал, кто был на основах этого храма. Вот так узнал о Чекире. Уже через Виктора Копащу мы начали изучать и раскрывать то, что мы еще можем узнать по Кишиневу о этом священнике. О том, что мы еще можем узнать об этом священнике, сказал отец Октавиан, и я подумала, насколько он многогранная эта личность, и о том, сколько мы еще можем узнать об этом человеке через пару лет, потому что, еще раз повторюсь, труды очень серьезные, и очень удивляемся, когда сравниваем, что было 10 лет назад и что мы имеем сегодня на руках. Наша программа подошла к своему завершению. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе, и у вас есть сегодня возможность обратиться к нашим жителям, к гагаузскому, к молдавскому народу, потому что Михаил Чекир был просветителем не только гагаузского, но и молдавского народа. Начнем с вас, Конечно, отец Октавиан. мы очень рады, что что у нас что-то общее. Именно Чекир нас объединяет. И дай Бог, чтобы мы узнавали не только побольше о нашем просветителе, но и чтобы общались, чтобы знали побольше друг о друге. Потому что жизнь — это общение. Спасибо, Евгения Георгиевна.
Я хочу напомнить сегодня такую цитату Михаила Чакира о том, что он сказал, что есть надежда, что культура гагаузов будет развиваться. И сегодня много подтверждений тому, что действительно наука, культура, образование в Гагаузе развивается не просто, а очень быстро, очень интенсивно. И в этом плане сбылись надежды Михаила Чакира. А молодежи хочу пожелать, что это Михаил Чакир, его жизнь, его жизненный подвиг — это пример для подражания для нашей молодежи. Виталий Евгеньевич. Ну, наверное, прежде всего хочется отметить тот факт, что история знала немало примеров, когда начинания даже такого выдающегося человека, как Михаил Чакир, просветителя, казалось бы, кому они мешают, да, несут светлое и доброе, подвергались определенным давлением и на время сворачивались. Вот хочется пожелать, чтобы нам всем хватило мудрости, настойчивости и сил, чтобы эти начинания продолжить и чтобы они больше никогда не сворачивались. Спасибо большое, уважаемые телезрители. Я еще раз напоминаю, что у нас сегодня в гостях побывал Октавиан Мошин, доктор истории, преподаватель Молдавского государственного университета, Евгения Люленова, главный библиотекарь Центральной библиотеки АТО Гагаузии имени Петра Драганова, и Виталий Бойко, ученый-секретарь научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич. Уважаемые гости, благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе. А вам, уважаемые телезрители, говорю спасибо и оставайтесь с нами на канале ГРТ.